Великая степь – родина многих видных государственных деятелей, известных поэтов и писателей, талантливых артистов и музыкантов. Среди значимых юбилеев 2022 года – 125-летие Мухтара Амархановича Ауэзова. Современники назвали Ауэзова мудрецом Востока, человеком с справкой и символом эпохи. Диапазон его дарований был широк и разносторонен. Художник слова, ученый-филолог, непревзойденный знаток казахского фольклора, драматург, журналист, педагог, блестящий эрудит, энциклопедист. Мухтар Амарханович Ауэзов родился 28 сентября 1897 года в Чингисской волости Семипалатинской области в семье кочевника. Будущий писатель рос под духовным влиянием Абая. Дед Ауэз учил многограмоте, привил Мухтару любовь к литературе, поэзии Абая. Поэзия Абая в душе мальчика будила светлые мысли и чувства и оказала огромное влияние на его творческую судьбу. Впоследствии Мухтар Ауэзов навсегда связал свое имя с именем великого предшественника. С юности он учился в Семипалатинском училище, затем закончил учительскую семинарию. В 20-летнем возрасте Ауэзов написал свое первое крупное произведение «Янлик Кебек». Это был успешный дебют. Пьеса, сюжет которой схож с шекспировской историей о Ромео и Джульетте, до сих пор не сходит с казахской театральной сцены. Первые произведения Мухтара Ауэзова – это его пьесы, повести, рассказы «Янлик Кебек», «Карагоз», «Серый лютый». Основная их тема – духовное пробуждение народа, его стремление к свободе. В 1928 году Мухтар Ауэзов окончил филологический факультет Ленинградского университета, затем аспирантуру в Ташкенте. Им написано свыше 20 пьес, переведены классические произведения мировой и русской драматургии: «Ревизор» Гоголя, «Отелло» Шекспира, «Любовь Яровая» Тренева. В годы Великой Отечественной войны Мухтар Ауэзов выпускает роман «Путь Абая», пьесы «В час испытаний», «Гвардия чести», литературно-критические статьи, очерки о героизме советских людей на войне. Он поднимает свой голос в защиту мира. Постепенно в творческой и научно-исследовательской деятельности Мухтара Ауэзова главное место занимает великий Абай. «Путь Абая» – это монументальная четырехтомная эпопея, художественное полотно, воссоздающее пробуждение казахского сознания народа, казахской степи, изображающее его борьбу против феодальных порядков, дающая тщательно выписанный образ великого казахского поэта. Главный герой романа – реальное историческое лицо, великий поэт, основоположник казахской письменной литературы, просветитель Абай Кунанбаев. В романе развернута панорама полная драматизма и противоречий народной жизни, быта и нравов кочевых и оседлых степняков конца XIX века. В полную силу показана широта и красота вольнолюбивой души казахского народа, его мечты о лучшем, его надежды и чаяния, его своеобразный духовный уклад, национальный характер. Первая книга романа посвящена юности Абая, вторая – становлению Абая-поэта, третья и четвертая книги посвящены последним 20 годам жизни поэта. В центре внимания автора – внутренний мир Абая. Перед нашим взором проходит жизнь, полное напряжение, исканий великого человека и поэта. Центральный герой эпопеи – творческая личность, великий поэт, философ и гуманист. Эпопея «Путь Абая» получила всемирное признание как один из лучших романов XX века. Она переведена на десятки языков Европы, Азии, Африки. Много сделал Мухтар Амарханович для развития национального театра. Помимо пьес самого писателя, на сцене казахских театров поставлены в его переводе лучшие произведения мировой, русской и советской драматургии. В последние годы жизни писатель работал над созданием новой эпопеи о наших современниках «Племя молодое». Академик Академии наук Казахской ССР, доктор филологических наук Мухтар Амарханович Ауэзов был выдающимся ученым, историком и теоретиком литературы. Основные его труды собраны в фундаментальной книге «Мысли разных лет». Мухтару Ауэзову присвоено звание заслуженного деятеля наук Казахской ССР. Мухтар Ауэзов являлся членом Советского комитета защиты мира, членом комитета по присуждению ленинских премий, членом президиума правления Союза писателей СССР. Писатель был награжден орденом Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак почета.